Главная цель межпарламентского движения «Лига друзей Абхазии» – обсуждение путей развития международных связей Республики Абхазия и перспектив расширения круга официально признавших ее государств, доведение до международного сообщества объективной информации о независимом развитии нашего государства. Открывая заседание, исполняющий обязанности председателя комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками Астамур Логуа отметил важность таких встреч. Хочу поблагодарить наших гостей, которые сегодня прибыли к нам с разных стран, с разных государств, которые хотят поддержать путь абхазского государства. Совершенно не случайно, что 1 октября 2018 года в рамках совместного заседания двух комитетов Народного собрания парламента Республики Абхазия и Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации создалась наша сегодняшняя организация. И тогда же мы решили, что первое рабочее заседание мы проведем и приурочим его к празднованию Дня Конституции 26 ноября. Пока мы все, что говорим, делаем, исполняем, и надеюсь, что сегодня наша работа станет плодотворной. Первая встреча была посвящена вопросу о роли народной дипломатии на службе государственного суверенитета Абхазии. По словам Астамура Логуа, необходимо создать комплексную государственную программу по продвижению имиджа Абхазии, а для этого правильнее использовать ресурсы народной дипломатии. Кроме того, для продвижения привлекательного образа современной Абхазии необходимо вовлечение наших соотечественников, проживающих за рубежом, считает депутат. Научный сотрудник Института востоковедения РАН Фасих Бадырхан в своем выступлении отметил, что на сегодняшний день Россия выступает гарантом безопасности не только в странах Северного Кавказа и Абхазии, но и на Ближнем Востоке. Друзьями Абхазии могут стать не только страны, признавшие ее суверенитет, но и другие. А для этого необходимо создать специальную группу, которая будет распространять достоверную информацию об Абхазии, подчеркнул ученый. Я очень надеюсь, что в Абхазии будет образована группа, которая способна использовать всеми этими достижениями в информационном плане для того, чтобы работать с другими информационными ресурсами мирового характера и нацелены на развитие, не на архаизацию. Участники заседания межпарламентского движения «Лига друзей Абхазии» высказывали мнение о необходимости диалога не только официальных структур, но и между обществами молодежи. Так, советник-посланник посольства России в Абхазии Юрий Эсносагирский предложил создать специальную структуру, которая будет помогать МИДу Абхазии. Там, где официальный, допустим, дипломатический канал не работает, то через союз абхазских обществ дружбы можно было бы готовить другие страны к признанию. Поэтому, может быть, стоит вам, уважаемые коллеги, об этом подумать, потому что это очень хороший и очень важный, хорошо себя зарекомендовавший институт народной дипломатии. Министр иностранных дел Абхазии Даур Ковы поблагодарил всех собравшихся за неравнодушие к нашей стране. Министр убежден, что движение «Лига друзей Абхазии» будет способствовать еще большему укреплению связей между государствами. До момента признания представители разных ветвей власти и представители общественных организаций в разное время работали с Сирией. И в период, когда в Сирии начались события известные, Абхазия выступила с инициативой, благодаря которой на сегодняшний день в Абхазии проживают порядка 500 человек, которые были вынуждены в тот период покинуть Сирию. Если мы говорим о Болгарии, сегодня в Болгарии есть наш представитель, который также работает. И сегодня, когда вы находитесь здесь и говорите о своем пожелании содействовать нам в этом процессе, я еще раз хочу искренне выразить вам свою благодарность. Кроме того, Даур Ковы прокомментировал заявление вице-спикера парламента Грузии Ирмы Инашвили о том, что без прямого диалога с абхазами и осетинами страну не объединить, и для этого она готова приехать в Сухум. Как отметил Даур Ковы, мы готовы вести диалог как два равноправных государства, но никак иначе. Помимо этого, участники первого заседания межпарламентского движения «Лига друзей Абхазии» обсудили и вопрос о роли малых государств на международной арене. Аля Катрапш, Давид Хашик, Абхазское телевидение.